Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я бы хотел сегодня поговорить по проблеме остеоартроза, которая у нас в нашем регионе очень актуальна. И актуальность этой темы связана с тем, что когда мы изучали проблему остеопороза, остеопороз — это снижение минеральной плотности костной ткани, когда небольшая травма приводит к перелому. И вот когда мы это изучали, то заметили, что сочетание остеопороза и остеоартроза идет параллельно. Город Якутск относится к городам с высоким риском переломов на фоне остеопороза, уступая только городу Тюмени, занимает вторую позицию. И также мы выяснили, что вот эти вот больные, которые жалуются на боли, особенно в суставах, и особенно в коленных суставах, они параллельно с остеопорозом всегда встречаются. И мы вот задались вопрос, почему это так? И вот сейчас проводим это исследование. Но хотелось бы сначала сказать, что такое остеоартроз. Остеоартроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором происходит поражение суставов и приводит к тому, что боли усиливаются, сустав, хрящ истирается и появляется усиление деформации сустава. Значит, нами начато исследование. Почему это так? Вот интересно. И вот мы уже начали изучать ось конечности. Что такое ось конечности? Это вот у человека конечности имеют определенную ось. Нормальная есть ось, есть варусная деформация, когда О-образные ноги, есть вальгусная деформация, когда Х-образные ноги. И вот если мы смотрим на как формируется ось конечности с возрастом, то мы можем сказать, как будет развиваться остеоартроз. Мы взяли младшую детсадовскую группу, старшую детсадовскую, младшую школьную, старшую школьную группу, подростков до 30 лет, до 40, до 50, до 60, пожилого возраста людей, то есть и старческого возраста. И мы вот уже заметили, что действительно у людей в 40-50 лет уже появляются боли в области коленного сустава. И вот если мы их сравниваем, этих людей, то мы видим, что молодые люди имеют хорошую ось конечности, которая постепенно с возрастом меняется, и она приводит к тому, что идет перегрузка суставов, коленных суставов, и их истирание. То есть дегенеративно-дистрофический процесс – это артроз, то есть дегенерация, то есть обратное развитие разрушения сустава, в частности хряща, под действием закона всемирного тяготения. Земля у нас притягивает, и происходит деформация конечностей. Вот почему она происходит? Вот этот вопрос никогда нигде не изучался. Ну, а мы вот сейчас, только есть связь, вот ось конечности меняется. А почему она вот так меняется? Так вот, по предварительным нашим данным, все дети молодого возраста имеют что? Нормальную ось конечности. А постепенно в 40 лет у них начинает меняться. То есть процесс остеоартроз – это дегенеративно-дистрофический. И суть его заключается в том, что дегенерация, то есть обратное развитие хряща, то есть его не развитие, а его разрушение идет. И это приводит к тому, что суставная щель сужается. И сужение щели на рентгенограмме это о чем говорит? Это говорит о том, что истерся хрящ, хряща нету, и кость может тереть коленную оббедренную, большеберцовая кость. И это приводит к тому, что возникает резкое болевое ощущение в области коленного сустава. Это дегенеративный процесс вследствие дистрофии. Дис – нарушение трофии питания. Это нарушение питания происходит за счет того, что здесь питание хряща ухудшается, а питание хряща идет за счет суставной жидкости. Жидкость постепенно у нас высыхает, и в результате этого возникает артроз. Вот это интересная проблема, которую мы хотим определить и хотели бы вот исследовать. И вот мы выяснили, молодые дети все у нас поголовно получают витамин D3. А кто из аудитории принимает витамин D3 зимой у нас? Я вот спрашиваю, когда читаю лекцию,
никто не принимает. Только бабушки, когда уже ноги кривые, они начинают принимать, потому что у них уже проблемы остеопороза явные. Поэтому вот это вот мы хотим показать, что снижение витамина D3 под действием того, что у нас инсоляции зимой нету, практически солнца нет, а в коже он не образуется, витамин D3, поэтому нам необходимо, чтобы лето было зимой. А как сделать лето зимой? Лето зимой можно сделать несколькими путями. Нужно ехать зимой, отдыхать там, где солнца много. Это первое. Ну, многие позволят. Нет, конечно. Второй путь. Сделать как раньше, когда дети бегали в садике, в школе, вокруг кварцевой лампы, и каждый день у них начинается по графику у каждой школы, ну вот таким образом. То есть небольшая, в общем-то, инфракрасное облучение приводит к тому, что в коже образуется свой витамин D. И третий путь – это прием продуктов питания, которые богаты витамином D3. Это рыба. Четвертый путь получается принимать витамины D и препараты кальция в возрастных дозах профилактически. Нам нужно не только детям и бабушкам, но и всем другим возрастным группам, которые у нас имеются в этот период. В настоящее время мы проводим эпидемиологические исследования, то есть как часто данные пациенты обращаются в лечебные профилактические учреждения в нашей больнице. И вот это тоже, то есть один из показателей того, по частоте данного заболевания. К сожалению, в России такие исследования в крупном плане не проводятся, и поэтому они проводятся отдельно, разрозненно. И, конечно, если бы они проводились под эгидой, значит, ассоциации, например, врачей Российской Федерации, это было бы лучше. Это как проводятся исследования по остеопорозу. Там легче, потому что каждый проводит такие исследования, и поэтому можно сравнить. Вот, и мы сравниваем. А вот здесь по поводу остеоартроза такого исследования пока у нас в России нет. Вот, это тоже, ну, интересная такая проблема, но которая требует своего решения. Артроз вылечить невозможно. Если он возник, то он будет только прогрессировать. Лечение направлено на то, чтобы вот этот период безболевой был более длительный и продолжительный. Потому что за рубежом в настоящее время, в Европе, например, если у них 3 месяца боль в суставе не проходит на фоне лечения, больному меняет сустав. У нас же, к сожалению, замена суставов идет в основном в 3-4 стадии заболевания, в основном в 4 стадии заболевания, когда сустав уже разрушен, и уже ничего невозможно сделать. И если вам люди говорят, что я вас вылечу от артроза, но или он не знает, или заблуждается, или хочется иметь деньги за ваше лечение. Потому что лечение, медицина сейчас становится частью тоже отрасли бизнеса, где можно заработать деньги на незнании пациентами этой проблемы. Поэтому это тоже очень важно, и нужно об этом говорить. Значит, лечение зависит от фазы заболевания, фазы воспаления. Это что такое воспаление? Воспаление – это любое, в общем-то, артрит, синовит, который приводит к тому, что суставной хрящ становится тусклым на фоне этого, и он менее прочный становится, гиалиновый хрящ, который находится в суставе, он и быстро начинает изнашиваться. Быстро изнашивается, и суставная щель сужается. Вот когда на рентгенограмме говорят, суставная щель сужена, что это значит? Это значит, что хряща стало меньше, и 2 косточки приблизились друг к другу. Поэтому чисто произошло механическое стирание. Восстановление хряща. Вот я не так много работаю с 1983 года, но ни у кого еще, ни у одного не видел. И в зависимости от фазы заболевания нужно лечить. Если имеется фаза альтерации, то есть повреждения на фоне воспаления,
то нужно лечить одними препаратами. Если есть эксудация, то есть когда сустав большой, отечный, нужно другими препаратами. И если имеется, значит, у нас фаза пролиферации, совсем другое лечение. Если мы будем назначать в разные фазы одно и то же лекарство, а они очень дорогие, то это тоже не решит проблему. Поэтому здесь тоже нужно подходить индивидуально и смотреть в зависимости от фазы заболевания и назначать соответствующее лечение. Есть медикаментозное лечение, а есть немедикаментозное лечение. Так значит, начинать надо одновременно, но немедикаментозное лечение имеет более такое первостепенное значение. Особенно это связано у лиц, которые имеют избыточную массу веса тела. Вот если масса тела выше нормы, ну если так грубо если взять, значит от роста отнять 100, получается ваша масса, которая ваша нормальная масса. Например, вы 1,50 м, например, а весите 85 килограмм. У вас лишнего веса, ну так грубо, скажем, 25 килограмм. Это, например, нам сейчас взять, рюкзачок на 25 килограмм одеть и его носить. Значит, ваши суставы не выдержат. Точно так же, как КАМАЗ, который возит песок и щебень. Через 3 года непрерывной езды, работы на нем, у него колеса отваливаются, подшипники разрушаются. Точно так же у человека, если избыточная масса веса тела, колени быстро разрушаются и другие суставы. Поэтому одно из методов немедикаментозных и основных – это снижение массы веса тела до нормы. И это приведет к тому, что ваши суставы не перестанут болеть без медикаментозной терапии. Артроз, если начался, он будет прогрессировать, но этот период нужно растянуть как можно больше, потому что операция по замене сустава, эндопротезирование сустава, она у нас идет по срокам. То есть, если поставили сустав, то он 10 иногда лет, 20, ну, редко, когда сустав, в общем-то, 30 лет служит. Поэтому лечение заболевания суставов, артроза, это сугубо такая интересная проблема, но которая должна объединить всю нашу службу тоже в одно решение, чтобы каждый получал грамотную консультацию и адекватное лечение. А самое главное – профилактику.